Здравствуйте, в эфире Алатау-24, программа «Наша экономика». Итак, международный туризм возвращается к допандемийному уровню, сообщает ООН. Согласно данным Всемирной туристской организации, в прошлом году международные поездки совершили более 900 миллионов туристов, что вдвое больше, чем в 2021. Как отмечают эксперты, недавняя отмена ограничений, связанных с COVID-19 в Китае, крупнейшем в мире рынке выездного туризма, в 2019 году – важный шаг на пути к восстановлению туристического сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Так, Кыргызстан за 9 месяцев прошлого года посетили почти 5 миллионов граждан из стран дальнего и ближнего зарубежья, попадающих под классификацию Всемирной туристской организации. Это в 2 раза больше, чем за 9 месяцев 2021 года, когда число прибывших в страну составило более 2 миллионов человек. В Кыргызстан приехало отдыхать много туристов из арабских стран – Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Омана. Также много отдыхающих из Европы. Они занимаются трекингом, хайкингом, берут палатки и идут в горы, чтобы побыть наедине с природой. Но главными потенциальными туристами для Кыргызстана являются граждане стран Центральной Азии и СНГ. Например, только за полгода Кыргызстан посетили свыше 1 миллиона 600 туристов из Узбекистана. В страну также приезжают жители стран Восточной Азии, Японии, Южной Кореи и Филиппин. География туристов говорит о том, что Кыргызстан становится все более известным на мировой туристической арене, и этому способствует комплекс мероприятий. Предлагаем ознакомиться с основными параметрами развития сферы туризма. Основные параметры развития сферы туризма в Кыргызской республике за 2021-2022 годы. По данным Государственной налоговой службы, поступление налоговых платежей в бюджет республики от туристической деятельности и деятельности гостиниц и ресторанов за 9 месяцев 2022 года выросли более чем на 56 миллиардов сомов и составили 643 миллиарда 740 миллионов 700 тысяч сомов. По данным Нацстаткомитета, за первое полугодие 2022 года валовая добавленная стоимость в сфере туристической деятельности составила более 10 миллиардов сомов. В процентах к ВВП 3,1%, тогда как за 2021 год 2,9%. Инвестиции в основной капитал в сфере туризма составили 2 миллиарда 977 миллионов 200 тысяч сомов. За первое полугодие 2021 2 миллиарда 794 миллиона 100 тысяч сомов. Выросли доходы, полученные от перевозок туристов всеми видами транспорта – 2 миллиарда 970 миллионов сомов. За первое полугодие 2021 года 2 миллиарда 375 миллионов сомов. Отмечен рост оборота розничной торговли – 3 миллиарда 901 миллион 300 тысяч сомов. За первый квартал 2021 – 2 миллиарда 628 миллионов 700 тысяч сомов. Оборот ресторанов, баров, столовых и других предприятий по поставке готовой пищи также увеличился и составил 3 миллиарда 857 миллионов 300 тысяч сомов. За первое полугодие 2021 – 2 миллиарда 249 миллионов 300 тысяч сомов. Услуги деятельности туристических агентств произведены на сумму 584 миллиона 300 тысяч сомов. За первое полугодие 2021 года 504 миллиона 900 тысяч сомов. Услуги санаторно-курортной деятельности составили 286 миллионов 900 тысяч сомов. За первое полугодие 2021 – 263,5 миллионов сомов. Предоставление услуг гостиницами и услуг для туристического проживания составили 578 миллионов 500 тысяч сомов. За первое полугодие 2021 – 319 миллионов 300 тысяч сомов. В настоящее время в Кыргызстане зарегистрировано 120 хозяйствующих субъектов, связанных со сферой туризма. Туризм играет важную экономическую роль, пополняя бюджет, содействуя региональному развитию и улучшая социально-экономическое положение местного населения. По данным Азиатского банка развития, увеличение туристического потока в 2022 году способствовало росту в сфере услуг на 3,5%, и особенно в сфере питания и гостиничного бизнеса на 12,5%. Объем производства в сельском хозяйстве вырос на 8,4%, строительство выросло на 3,6%. Согласно данным Всемирной туристской организации, Кыргызстан возглавил список стран, в которых произойдет рост ВВП в ближайшие 10 лет на уровне 8,2% и увеличение количества туристов до 7 миллионов человек.
Однако для успешного развития туристического сектора нужна согласованность действий власти и всех участников туристического рынка. В марте прошлого года глава Кабмина Акылбек Джапаров подписал решение о создании фонда поддержки развития туризма в Кыргызской республике. Он создан при Министерстве экономики и коммерции как коммерческая организация в форме открытого акционерного общества со 100% долей государства, а $1 миллиард сомов или 12 миллионов долларов предоставлены на условиях возвратности. Его цели – помочь улучшить состояние туристической инфраструктуры, привлекать в эту сферу инвестиции, создать в отдаленных регионах дополнительные рабочие места, расширить географию туров и поднять имидж страны в мире. И теперь о крупных проектах, которые планируется реализовать в будущем. Горный пояс к югу от Бишкека с населением более 1 миллиона человек предоставляет возможность реализации крупного экономически выгодного проекта круглогодичного горного и горнолыжного туризма. Уже подготовлен мастер-план по проекту строительства близ столицы круглогодичной зоны отдыха Байтик Маунтин Резорт. Проект будет реализовываться до 2030 года. Здесь в любое время года можно будет отдохнуть, насладиться общением с природой, отправиться в поход по живописным местам, пеший, конный или на велосипеде, поправить свое здоровье. И все это в самых комфортных условиях. На Орусае построят 15 километров канатных дорог, более 50 километров горнолыжных трасс и путей, 5 гостиниц. В день зоны отдыха может принять до 10 тысяч гостей, а за год количество посетителей составит около 1 миллиона человек. Австрийской компанией подготовлен мастер-план по проекту строительства национального спорткомплекса Иссык-Куль-Тосор International Sport Center на южном берегу Иссык-Куля. Это будет уникальный объект международного класса, который идеально подойдет для реабилитации и подготовки спортсменов, в том числе олимпийцев. До 80% окупаемости проекта планируется обеспечить за счет профессиональных спортсменов и организаций, а также любителей спорта. Проект будет реализован в 2023-2025 годах. Примерная стоимость $62 миллиона. Для продления туристического сезона и продвижения медицинского туризма в Кыргызской республике необходимо развитие сети санитарно-курортных объектов. Фондом определено 25 объектов, подлежащих реконструкции и модернизации, а также предусмотрено строительство 7 новых объектов в каждой области страны. Реализация проекта намечена на 2023-2027 годы. О дальнейших шагах по развитию туристической сферы мы поговорим с заместителем директора департамента туризма Кыял Кенжиматовой и вице-президентом Фонда поддержки развития туризма Кайратом Итибаевым. Сегодня они гости нашей студии. Здравствуйте, приветствую вас в программе «Наша экономика». Сегодня мы говорим о развитии туризма в нашей республике. Как отмечают эксперты, именно туризм может стать локомотивом развития экономики нашей страны. Мы развиваем туризм уже более 30 лет, но таких конкретных результатов пока не видим. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что мешает развитию туризма? Вы знаете, в первую очередь, да, на государственном уровне, вы правильно сказали, уже 30 лет развивается сектор туризма, и самые основные, главные вопросы, да, это они комплексные, они могут быть, ну, как вот сказать так, чтобы было понятно всем, да? Комплексное решение, комплексный подход решения вопросов в секторе туризма, он был, есть и до сих пор, да? И на сегодняшний день, если взять только сегодняшний день, исключая период прошлогодний, да, тогда на сегодняшний день у нас есть несколько задач, которые необходимо решить совместно, комплексно и мобильно, быстро. В первую очередь это, значит, совершенствование, наверное, законодательной базы и государственного управления в секторе туризма. Да? Это вот первый момент. Второй момент, значит, взаимодействие государства, то есть государственного управления и бизнеса, точечное, правильное взаимодействие. У нас, конечно же, развитие и, значит, государственное устройство, да, строение устроено так,
что вообще разделено на управление в государственном уровне и ведение бизнеса. Да? Вот два направления, в которые необходимо взаимодействовать и приносить эффекты. Вот мы должны достигать того эффекта именно благодаря активному и совместному взаимодействию вот этих двух направлений. Кроме этого, у нас есть международное сотрудничество, которое также является очень важным для того, чтобы у нас в секторе туризма, сектор туризма он развивался. Да? Четвертый момент, я могу сказать, что это создание благоприятных условий для развития бизнеса. Это вот первая задача государства. Да? На сегодняшний день и в течение 30 лет государство развивается, наша страна развивается активно, наша страна является развивающейся страной, поэтому, когда есть очень много задач, вопросов, я слово «проблемы» не люблю, задач и вопросов очень много, которые необходимо, как я уже опять-таки отметила, вместе решить, вместе сообща, и вот идти нужно с задействованными госорганами, включая частным сектором вместе, да. Вот. И самая на сегодняшний день еще основная проблема – это решение земельных вопросов в секторе туризма. И в этом году у нас, в конце 2022 года, у нас есть редакция нового кодекса, земельного кодекса, да, куда мы внесли ряд своих вопросов по разрешению именно вопросов, земельных вопросов, касающихся, да, в сфере туризма. До сегодняшнего дня и, по крайней мере, до того, пока мы внесли понятие в кодекс о возможности, да, в секторе туризма осуществлять работу с применением определенных земельных участков, не было. И в этом году мы внесли ряд таких предложений. Кроме того, наша задача на сегодняшний день разработать механизмы, инструменты нового времени, которые будут конкретно развивать туризм. Да? Вот в программе по развитию туризма написано, что необходимо улучшить непосредственно государственное управление сферы, улучшить статистику и те вопросы, о которых вы уже сказали. В настоящее время доля ВВП туризма чуть более 3%, хотя международные эксперты говорят, что она может достичь 8% ВВП, и в страну может приезжать до 7 миллионов туристов. На сегодняшний день по одним подсчетам в страну приезжает более 1,5 миллиона туристов, по другим около 5 миллионов туристов. И взаимодействие государства и бизнеса – это очень важный момент для того, чтобы сфера получила толчок к развитию. Фонд развития туризма предлагает реализовать в нашей стране ряд крупных проектов. Ранее в программе мы уже рассказывали о них. Это Байтик, Маунтис Резорт, Исыкуль-Тусор International Sports Center и санаторно-курортные объекты. Скажите, пожалуйста, вот с какими трудностями и проблемами вы сталкиваетесь непосредственно при реализации, при внедрении этих проектов? Спасибо за возможность рассказать наши проекты, но я хочу от имени фонда подчеркнуть, что за 31 лет наше правительство обратило по-настоящему внимание. Мы, фонд туризма, являемся продуктом этого решения, новой парадигмы, нового подхода. Акылбек Усенбекович взял на себя ответственность и пригласил Елену Калашникову, практика с 25-летним опытом работы. Мы, фонд, работаем всего лишь 10 месяцев. За 10 месяцев мы запустили 54 проектов. Хотя раньше было заявлено только о 34, да? Да, мы запустили эти проекты на разных уровнях, сейчас развивается. Сейчас второй год нашей работы будем еще наращивать. Благо, Кабинет министров нас финансирует. Мы акционерное общество, 100% пакета акций принадлежит Министерству экономики и коммерции. В течение 5 лет до 2026 года ежегодно Кабинет министров будет финансировать наш фонд по 1 миллиарду сомов. Итого, к 2026 году
должно составить 5 миллиардов уставного капитала. На что пойдут эти деньги? Прежде всего, на разрешение 4 блока проблем. Информационная, инфраструктурная, системно-аналитический и, как моя коллега сказала, законодательная база. Когда турист приезжает, он сталкивается с рядом проблем. Он не знает, куда что пойти, где можно остановиться, какой вид транспорта. Он приходит с аэропорта, мы сталкиваемся уже с инфраструктурными проблемами. Это отсутствие цивилизованных видов транспорта общественного характера, доступного. Когда выходит человек с аэропорта, он сталкивается, скажем так, неформальными извозчиками частными, таксистами. Также у нас проблема с инфраструктурой. Те же санатории, курорты в очень плачевном состоянии. Дороги подъездные к ним. Наши культурно-исторические объекты в очень плачевном состоянии. За 10 месяцев работы мы в прошлом году создали базу данных на программном обеспечении и определили 1526 культурно-исторических объектов. Также 228 это санаторно таких лечебно-оздоровительных объектов, которые относятся к государственной и муниципальной собственности. Это только первый шаг. Второй шаг. При содействии наших уважаемых коллег-чиновников, работающих в департаменте туризма, мы хотим отобрать и создать для них специальные законодательные основы для развития. То есть это может быть передача на баланс фонда. Мы занимаемся именно хозяйственными вопросами. И для телезрителей хочу сказать, пользуясь случаем, у нас сейчас готовый мастер-план. Разаков резорт в Баткенской области. Там сейчас вот наши российские коллеги, партнеры сделали обследование, опрос. И на основе чего мы составили конкретный мастер-план развития этого кластера в Баткенской области. Туда входит 4-звездочный отель в Разакове, Лилекском районе, детский лагерь Тобрюкюту, также санаторный объект оздоровительный. И это все вкупе будет развиваться с геопарком Мадген и также с туристическим объектом Хан, да? Крепость Хан. Вот. И это все взаимоувязано. Мы хотим этим самым запустить проект и показать нашему народу, особенно жителям Баткенской области, что о них тоже заботятся. Мы хотим создать для них возможность для того, чтобы они могли отдыхать. Потому что 90% мы видим, что эти проекты потребители наши же именно граждане. Вот, кстати, на последнем совещании председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров сказал, что в регионах будут внедряться именно туристические кластеры. В чем новизна этого подхода именно в сфере туризма, хотя об этом подходе говорится уже тоже много лет, но создана ли законодательная база? Кластерный подход, он применялся, применяется и будет применяться, потому что туризм сам по себе, он является такой, туристские услуги, туристские продукты, они сами по себе гибкие. И вот смотрите, просто элементарно простой пример, да, прилетает турист и начинает турпакет работать. То есть транспортные услуги, да, услуги гостиничные и услуги развлекательного характера, да, это все вместе, вкупе, в одном блоке преподносится туристу, да. Это своего рода кластер. Кластерный подход это и есть. То есть мы предлагаем много услуг, которые потом дальше, значит, дополняя друг друга, взаимодополняя друг друга, приведут к чему? Просто вот к хорошему сервису. Да? Вот этот кластерный подход, он в туризме есть. Это очень хороший, такой эффективный, мощный на сегодняшний день инструмент, да, вот, применение кластерного подхода в туризме. Его нужно, знаете, как распространить на всю страну, да, и просто создать благоприятную законодательную базу. Вот это я бы предложила бы нашим коллегам из Министерства экономики. Да? Вот цели вот. фонда. С позволения я вот просто дополню. Акылбек Хусумбекович как раз имел в виду то, что на базе
проекта Разаков Резорт, мы хотим это повторить во всех областях. То есть первый подход — это проведение анализа местности, потом эскизный проект, мастер-план, и к ним мы уже ищем финансирование. Но так как Баткенская область в приоритете, уже мы получили подтверждение, это порядка 12,5 миллионов долларов, это либо в Самах 1 миллиард сомов. Это будет финансирование за счет республиканского бюджета. Данного проекта, Да, да? да. Мы вот последний раз на совещании было так принято решение. С момента создания фонда нам обращаются, особенно местные власти, это Талас, Нарын, Исыкуль. Они говорят, мы вот хотим, у нас есть и свои такие средства, мы могли бы софинансировать, дайте нам вот такой вот в комплексе, таким модульным подходом, где можно и детей развлекать, и мам, чтобы было место, где отдохнули люди. Всем. Всем. Вот. И это как раз имеется в виду именно резортный такой подход, что оно влияет на все другие сектора экономики, о чем наша вот коллега Киял объяснила. Действительно, все эти годы, наверное, в сфере туризма не хватало финансирования. Одна из целей фонда – это привлекать в эту сферу инвестиции. В то же время вы говорите, что мы заручились поддержкой государства, и нам ежегодно будут выделять средства для реализации своих проектов. Действительно, проекты амбициозные, и вы сейчас сказали, что есть все предпосылки для того, что они будут реализованы, будут работать. Но фонд создан с теми условиями, чтобы он мог не только использовать деньги, но и их возвратить. Конечно. То есть создан на условиях возвратности. У нашего фонда очень простые цели, это 3 цели, состоят из глаголов: увеличить, привлечь, создать. Увеличить туристический поток в нашу страну, привлечь инвестиции на туристические объекты, в том числе инфраструктурного характера, и создать наиболее максимально благоприятные условия для работы и для жизни нашего туристическое такое сообщество. И вот в этой поддержке мы нуждаемся очень в наших опытных чиновниках в лице Киял, департамента туризма. Вот. И более того, я, конечно, подтвержу, эти все деньги возвращаемые. Конечно, эти деньги должны возвращаться. И поэтому создали, собственно, акционерное общество Фонд поддержки развития туризма, чтобы это возвращалось в виде дивидендов, в виде созданных рабочих мест, в виде построенных конкретных инфраструктурных объектов, в виде вот привлеченных туристов. И вы правильно отметили, что о нас нигде не знают. Именно вот узкое горлышко в том, что где самая покупательская способность высокая, это западный мир, это надо признать, но там не знают, где находится Кыргызская республика. Почему я говорю официальное название нашей страны? Когда ты говоришь Кыргызстан, они путают с Курдистаном и думают, что там некий религиозный радикализм, что здесь ездят на ишаках. Ну, недавно на конкурсе красоты нашу страну перепутали с названием соседнего Казахстана. Да. Поэтому мы используем официально. Вот сегодня вы в красном, мы предлагаем наш красный флаг, и везде в стендах мы используем просто наш флаг, дизайн нашего флага. Здесь ничего такого нет, чтобы, во-первых, поняли, где находится и есть такая страна, как Кыргызская республика. Пример. 52 миллиона жителей Южной Кореи вообще не знают, где находится эта страна. Хотя туристы из Южной Кореи к нам приезжают и очень любят нашу страну по ряду факторов. Да. И я поняла так, что нам нужны партнерские отношения, объединение всех усилий, тем более для реализации ваших мощных проектов. У вас должно быть очень много партнеров непосредственно в стране, и строительных организаций, и со стороны местных властей, и в том числе со стороны населения. Ведь именно они должны повысить благосостояние своей жизни благодаря реализации этих проектов. И в том числе мы ждем роста экономики. Наш номер 1 партнер — это департамент туризма. Они наши помощники, партнеры, которые помогают именно создавать среду, нормативно-правовую базу. Мы с ними сотрудничаем. На уровне реализации проектов у нас сейчас появились ряд проблем. Земельные участки. Вот, к примеру, Байтик Резорт, там 92 участка или 93 участка, но проблема в том, что эти все земли розданы.
Мы сейчас вот работаем, ведем переговоры, стараемся донести информацию до населения и с тем, чтобы, как мы оформим эти земельные участки на себя, это будет оставаться на собственности фонда. Как мы государство 100%, поэтому это никто не собирается распродавать. Мы хотим там создать инфраструктуру, чтобы мы сами же отдыхали, потому что весь миллионный город Бишкек задыхается. Летом, зимой, некуда ездить. Поэтому мы сейчас хотим поставить там канатную дорогу, лифтинг. Летом будет как аттракцион, а зимой для лыжников. Внизу у речки мы хотим поставить там именно, вы покажете, наверное, ривер-парк. Там очень много активности, и это будет круглогодично работать. Я 100% верю, что этот Байтик-резорт, как туристический кластер, он совершенно окупаемый. Уважаемые телезрители, мы беседовали с заместителем директора Департамента туризма Кыял Кинджиматовой и вице-президентом Фонда поддержки развития туризма Кайратом Итибаевым. По мнению председателя Кабинета министров, руководителя администрации президента Акылбека Джапарова, именно регионы должны стать центрами развития туризма. В ходе республиканского совещания с главами областных государственных администраций и органов местного самоуправления глава Кабмина отметил, что на уровне регионов будут запущены туристические кластеры. О новом подходе в развитии туристической отрасли расскажет Болот Исаев. Волшебные виды и уникальная атмосфера кочевых традиций и исторических памятников шелкового пути. Более 90% территории – горы, в отличие от альпийских, более высокие показатели и разнообразный рельеф. Количество осадков более 50 кубических километров ежегодно, глубина снега от 1,5 до 2,5 метров. Идеальные условия для развития зимних видов активного отдыха. Высочайшие точки горных хребтов более 4500 метров над уровнем моря. Одна из 15 горнолыжных баз Кыргызстана в живописном Аламединском ущелье, на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Местные горные склоны позволяют формировать трассы любой категории сложности. Перепад высот горнолыжных трасс 250-300 метров. Здесь мне нравится, потому что здесь есть обучалка, здесь дети обучаются, это самое главное. И вот я хотел дочку отдать. Каждому кыргызстанцу я бы посоветовал приезжать. У нас, получается, всего 3 месяца, из 3 месяцев, получается, всего 2 месяца нормальных сезона, да? 3 канатные дороги для профессионалов, лыжников и сноубордистов длиной 600 и 1600 метров. 150 метров для начинающих и конвейерная лента для детей. 4-этажная гостиница со всеми условиями для полноценного комфортного отдыха и открытый фудкорт. Быть здоровым в современном мире модно. На развитие тренда, как говорят в департаменте туризма, не в последнюю очередь оказала влияние и пандемия COVID-19. Туризм развивается еще большими темпами, в частности, его зимние разновидности. Мы даже сами, люди, которые занимались в туризме, не ездили кататься допустим, просто элементарно не вставали на лыжи, А на сегодняшний день не только мы, наши дети, наши родственники, все уже умеют кататься на лыжах. Теперь мы осваиваем, коньки. Тенденция идет наверх. Вести здоровый образ жизни – это уже в тренде, в моде, как говорится, Поэтому у нас и внутренние туристы настолько уже осведомлены, что нужно, зимой тоже вести активный образ жизни и научиться кататься на лыжах, на коньках и выехать на свежий воздух, подышать свежим воздухом, и получать от природы то, что оно нам дает, и в любое время года, это хорошо. Весной прошлого года был создан Фонд поддержки развития туризма с уставным капиталом в 1 миллиард сомов ежегодно в течение ближайших 5 лет. Среди его задач – презентация туристического потенциала страны на международных площадках. По каждой стране, в которой мы делали презентации, в которой мы рекламировали нашу страну, увеличился поток. Где-то больше, где-то меньше, это еще зависит от ситуации, но по каждой стране идет увеличение. И я не буду говорить, что это только труды нашего фонда, может быть, где-то геополитическая ситуация повлияла. Это, конечно, работа и частного бизнеса совместная, но наш вклад в это есть тоже немалый. Мы получили в этом году, скажем так, количество туристов больше ожидаемого. Существует и альтернативный путь развития туризма в стране. Туриндустрия – одна из немногих сфер, в потенциале которой заложен мультипликативный эффект.
Прямо или косвенно в нее вовлечены многие смежные отрасли, от продажи сувениров и авто и авиаперевозок до гостиничного и ресторанного бизнеса. В 2013 году бизнес-сообщество при участии органов местного самоуправления инициировало проект по развитию горнолыжного туристического кластера в Иссык-Кульской области, имеющего, по словам организаторов, самые масштабные перспективы. Этот пилотный проект мы уже предварительно выгоду считали. Он даст рост потребления порядка в 22 отраслях на 40-60%. Это строительство гостевых домов, отелей, да, то есть к существующим уже объектам будут добавляться новые для того, чтобы удовлетворить потребности кластера. Вот это вот как раз-таки является возможностями для бизнеса, которые они смогут реализовать. Или, допустим, в сфере сельского хозяйства. Туристов нужно чем-то кормить. Сами алюкметологи уже посчитали у себя, что им нужно дополнительно к тому, что они выращивают, 800 тонн картофеля, 400 тонн мяса, там, по зерновым, там, по крупам. Получивший в начале государственную поддержку проект, позже, по словам Халитова, постановление об этом было признано утратившим силу. Хотя значение подобных инициатив для экономического развития страны имеет самое актуальное значение, говорит глава ассоциации. Для Иссык-Кульской области, допустим, да, туризм может стать той точкой отправной, от которой начнет расти все. Для других областей, допустим, для Нарынской, это может быть мясной кластер. Допустим, для Джалабадской области, там, где мы выращиваем хлопок, это текстильный кластер. Да? Туристам нужно там белье, полотенца и так далее. Да? Получается, что горнолыжный кластер в Иссык-Кульской области дает импульсы для других областей. То есть и все это будет связываться экономическими связями. А если есть экономические связи, то и стабильность будет очень-очень хорошая. Национальная программа развития страны до 2026 года предусматривает развитие 4 туристических кластеров с горнолыжной специализацией в Караколе, историко-культурной в городе Ош, рекреационной в Джалалабаде. Для оказания реабилитационных услуг, основанных на природно-климатических особенностях страны, планируется запустить кластер «Медицинский туризм». О планах подключения городов Фриганской долины, в том числе и Баткена, к туристическим маршрутам Узбекистана, еще весной прошлого года говорили в Министерстве экономики и коммерции. Однако пока все эти проекты все еще остаются лишь проектами. Булат Исаев и Сентура Быкеев для программы «Наша экономика». Регионы являются локомотивом развития туристической отрасли. Все усилия должны быть направлены прежде всего на повышение уровня жизни населения и реализацию его возможностей, на устойчивость и воспроизводство окружающей среды, на расширение многообразия культурных форм жизни на местах. Многовековая история кыргызского народа, полная драматизма и героических событий, великий эпос Манас, самобытная духовная культура, уникальные традиции и обычаи, гостеприимство и простота людей, сохранившаяся природа и чистая экология величайших горных вершин и природных долин – это визитная карточка для развития всех видов туризма в Кыргызстане. Это была программа «Наша экономика». Всего доброго, до свидания.